6 часов. Надо посмотреть. А то сейчас зевнешь, как в прошлом году, и тю-тю, наша лодка. Посмотрим. Стоит. Стоит. Ничего больше пока не упало. Не упало. Ух. Ладно. Пошли обратно. Да. Валерий Батькевич крайне нехорошую ситуацию попадал. Достаточно тут глубоко. А он нагло булькнулся. Ага. Ну что, простыл, не простыл? А то температура. Ну, как я гудел, слышал? Я зашел. Я гудение слышал. Такое. Один раз я попробовал гуднуть. Да, вроде сильно не получилось, как я понял. Да. Но ты капитально искупался. Ты навзничь, блин, упал. Это же так опасно. Назад. Да, назад. Равновесие потерял. Если бы это, скажем, твердая почва была. Да, там жижа одна. И там самая глубокая жижа. Там сантиметров 20, по-моему, тонешь в жижу эту. Ну ладно. Но у меня куртка лесоуховская, она к отъезду высохнет. Штаны, наверное, если к завтрашнему не подсохнут, послезавтрашнему подсохнут. Остальное все высохло. Ага, ну, хорошо. А ты не слушал? Сегодня гуси целый день летят. Васи нету, не приехал. В том-то дело, да. Без придыху улетели все время. Я все со своими барахлом занимался. Я здесь как встал, а рюкзак начал снимать. У меня вот тут по полу все в ошметках, грязь. И на рюкзаке, и на жопе его все. Это ты ил там подчерпнул немножко? Ну, он ошметками такими, да. Кусками до 10 сантиметров некоторые. Ил со дна? Да. Ну, бывает, что ж. Ну что, Валерий Батькевич, на днях едем домой, поэтому сегодня практически 100% рыбный день. Вчера поставил сетки, и сегодня соберем. Что попало, то и привезем. Или еще планы какие-то у тебя есть? У меня планы завалить сюда, лежать где-нибудь. Поспать? Я по ходьбе, меня где-то на 7 дней хватило. Уже чувствуется, что... Усталость? Ноги, нет, не усталость, а ноги отказывает. Ага. Вчера-то я отдохнул, а вот сегодня четко иду. Все, тогда заворачиваем и домой тогда поедем. Не сегодня. Да. Слушай, интересный вопрос. Дождей нету. Откуда воды все больше и больше? Ночью морозит. Ну, по крайней мере, -1 утром встаем. Видим. Мост и то под воду уходить начал. Стоять. Валерий Батькевич, этот подъем кратковременный. Снег растаял в лесу, вот и поднялся. Я что говорю, кратковременный? В березовой роще вот тут ручей все время тек. Высох. Да. Даже подсушился немножко. Так что и река у нас вниз пойдет. Если дождей, конечно, не будет. Я смотрю, ты налегке пошел в одной рубашке. Остальное слушается. Тяжелое вооружение. Ну, ладно. +3, можно сказать, лето почти. Весной надо посмотреть обязательно. Так, лодка есть. Уже плюс. Ух ты, ни хрена себе гонит всякие коряги по течению. Тоже, что ли, грохнулась с таким корневищем. Сухостойным. Ну, интересно, а верхушка что? Зеленая, что ли? Или там второе дерево где-то рядом? Ну, ладно.
Посредине небольшая напена. Это пока вода поднимается. Когда поднимается, тогда пена обычно шурует по реке. Ну, потом бензопилу привезу. Сделаю получше проход по тропе. А это пока секачом такой проходик сделал. Да, ветер. Собирать будет не Копенгаген. Ну, по-быстрому собрать и дядя Валерий отвезти на берегу чистить. Пошел к вешалам. Ну, Буду ждать рыбку. погода интересная. На солнце выйдешь, вроде тепло. А в тени продувает насквозь. Я плащ не взял. Даже не знаю, меня не продует там на реке, на озере. Так, ну ладно, а я к лодке. Где моя безрукавка? В лесу замерз, блин, на воде. Продует за милую душу. Лучше плащ, конечно, было одеть, ну, но нет, и сюда нет. Блин, в тени деревьев замерз, пока по лесу шел. Ну, давай. В принципе, лодку на одну высоту поднимал. На этот раз вода близко поднимается. Ну что, поехали за рыбкой. О, ты, блин. Ну, стоять. Движение увидел, думал, утка. Не утка. Кулик летает. Куличок. Ну что, как нормальный ленивый российский товарищ, сейчас выплыву на середину и использую силу ветра. Что ему зря дуть. И как раз к сетям он меня должен принести. Во. Давай. Дуй посильнее, чтобы меня быстрее донесло до сетей. Классно несет. Давай. Больше сделаем парусности. Класс. Сейчас глазом не успеешь моргнуть. Уже на месте. Блин, продувает. Чуть не сказал. Даже поспать можно, пока донесет. Но достаточно быстро плыву. Гуси. 9, 10, 11 гуси летят и летят. Все-таки им хорошая погода больше благоволит для перелета. Ну вот практически на месте уже. Да, ветер великая сила. Поставил всего 3 сетки. Эту сетку поставил нестандартно. Здесь никогда не ставил. Край травы. Ой-ой-ой. Сдувает. Ну, эксперимент удался или нет. Ого. Против солнца и не вижу. О! Кажись, что-то... Ой-о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 й. Ну. Так. Первая щучка. Вторая щучка. Еще щучка. Ага. Кажется, я с травой угадал.
Блин. Ух ты, тут глубина пошла. Есть сушечка. Круто, ты попал на ТВ. Ты попал. Я попал. О, что-то еще там. Ну, ладно. Не так богато, но есть. Ну, мама мия. Так. А что не богато? Ну, первая сетка. Собственно говоря, если в другие так попадет, немножко траву задевая. Ну, а я сейчас Валерию Батьковича сейчас отвезу, а потом, блин, выгребать. Сил не хватает, вон за палку уцепился, чтобы порыв ветра переждать. Ну, так, а если я вдоль леса поеду, то может тише будет. Так, край берега реально заметно тише. С другой стороны, на основной акватории-то и тоже не сильно дует. Ладно, пользуемся моментом пока. А то так грести пришлось, чтобы выехать против ветра. Ого-го! Пару дней назад я тут пешком ходил. Эй, я хоть туда заехал? Вроде туда. Как все меняется, когда... Так, я тут вылезу. Ну, первая сетка. Надеюсь, супер, не падает. Вот это первая сетка с того места, где я никогда не ставил. Там обычно кочки, а я кочки эти, смотрю, вода заливать начал. Думаю, мелочь туда сунется. За мелочью щуки почти практически угадал. Ведро еще. Я думал, когда ты про ведро вспомнишь. Я специально взял и молчал до конца. Вдруг, чтобы рыб попало. Сразу сказал, что 10 ведер взял. Могло не попасться. Ну, я видел, избу ты себе слово. А, разведчик, ясно. Я еще хотел взять, а ты ладно взял. Тебе сунул. А я втихаря сарафановый пакет взял. Я 2 пакета взял. 2? Ну, осталось узнать, сколько попало. Немножко-то есть. Да, закроется ведра.